Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером 113 и станция радиоэлектронной борьбы, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.